Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Продолжаем серию видео по финансовой грамотности. Сегодня мы поговорим о том, как правильно копить деньги. Это прежде всего правило «сначала заплати себе». В чем оно заключается? Каждый раз, когда вы получаете деньги, а вам пришла зарплата, премия, какие-то иные источники дохода, первым делом с этих денег сразу же, как только вы их получили, отложите 10%, хотя бы 10%, 10-20%, даже так, в зависимости от уровня ваших доходов, на то, чтобы начать формировать свое финансовое будущее. То есть первым делом заплатите себе. У нас здесь частая ошибка заключается в следующем, что мы получили деньги и думаем, так, вот сейчас я заплачу все, что надо, а потом то, что останется, я уже куда-нибудь, например, там проинвестирую, отложу на банковский депозит. И к чему это приводит? Что, как правило, ничего не остается. Что к концу месяца все потрачено, ничего не осталось. И люди говорят, ну вот, Николай, вы там все хорошо говорите, но у нас ничего не остается. Как мы можем куда-то инвестировать? Так именно потому ничего и не остается, потому что вы не следуете этому правилу. Почему я говорю 10-20%? Потому что практически каждый человек, мы не берем совсем уж крайности, когда человек живет там, ну вот, совсем впроголодь, но практически большинство людей, там 95% людей могут, если они зарабатывают, например, 30 тысяч рублей, они вполне могут прожить и на 27 тысяч рублей. То есть их жизнь кардинально не поменяется от того, что они на 10% меньше будут зарабатывать. Но этим самым вы начнете формировать свое финансовое будущее. Начнете сразу же уже идти по ступенькам наверх. Да, поначалу это будут копейки. Расскажу, как было это у меня. У меня вся история в инвестировании и в создании своего финансового благосостояния началась с прочтения книги Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Если не читали, очень рекомендую прочесть. Я ее прочел, будучи студентом. Я учился в Московском университете на физическом факультете. На 5-м курсе, я помню, случайно зашел в книжный магазин и также случайно там увидел эту книгу. Взял ее, читал ее всю ночь. Утром понял, что я не хочу жить так, как планировал жить раньше. И хочу создавать себе пассивные источники дохода. Я начал откладывать примерно по 1000 рублей в месяц. Это были совсем небольшие деньги, то есть 1000 рублей там, ну да, за год, кажется, скопил 10 тысяч, что это такое, копейки. Но здесь первое, что важно, это привычка, ты начинаешь формировать у себя привычку правильную, откладывание денег и формирование из них финансового будущего. Второе, у тебя все-таки постепенно образуются какие-то деньги, и ты уже начинаешь постоянно думать и решать задачи, а куда их лучше пристроить, как заставить эти деньги работать на меня. И третье, что постепенно это как снежный ком начинает набирать обороты. Потом пришла где-то еще подработка какая-то, премия, потом я начал заниматься бизнесом, оттуда пошли какие-то доходы. Стал откладывать чуть больше, и постепенно это начинает набирать обороты. Поэтому рекомендую вам начать откладывать прежде всего, вот как только деньги поступили. Откройте специальный счет в банке, благо это бесплатно сейчас. В любом крупном банке, можете Сбербанк взять, например, и туда регулярно откладывать. Вот пришла зарплата, сразу перевели. Следующий шаг уже думать, как лучше распоряжаться этими деньгами, заставить их работать на вас. Но первый шаг — это начать откладывать регулярно часть своего дохода.